Сфера строительства сейчас является самой востребованной. Государство выделяет значительные средства на возведение новых школ, больниц, объектов водоснабжения и многое другое. В текущем году только на реализацию проектов государственно-частного партнерства было предусмотрено 33 миллиарда тенге. Однако не все из запланированного выполняют в срок, качественно и по разумной стоимости. Виной всему системные ошибки, которые допускают еще на стадии проектирования. На площадке региональной палаты предпринимателей Аким области Галий Искалиев обсудил имеющиеся проблемы с ответственными управлениями и представителями отрасли. По итогам совещания выработаны алгоритмы, позволяющие наладить работу. К ключевым системным ошибкам и проблемам в строительной сфере, обсуждаемым в рамках состоявшегося совещания, относятся следующие факторы: отсутствие квалифицированных кадров, завышение или занижение объемов, недобросовестные подрядчики. Однако трудности начинаются еще на стадии проектирования, когда низкая квалификация сотрудников приводит к грубым неточностям в расчетах. Сталкивается с этим непосредственно заказчик, которым такие ошибки бьют по карману. Корректировка проекта занимает время и не позволяет его завершить в сроки. Один из примеров – строительство водопровода в селе Янайкино, района Байтерек. ТО «Берекет» проектный институт, он заложил у нас в проекте 500-кубовые емкости. При населении, численность населения 933 человека, достаточно было применить 250-кубовую емкость. По данному непосредственному проекту у нас шло увеличение на 23 миллиона тенге. Также село Майтубек хотелось бы здесь тоже упомянуть, что в ограждении проектным институтом применяется толщина ограждения 0,7 мм, хотя было достаточно применить 0,4 мм. Здесь у нас идет увеличение порядка 16 миллионов тенге. Еще одна проблема – это использование при строительстве импортных материалов. В условиях пандемии и нестабильности рынка это приводит к огромным потерям и удорожанию проектов. В качестве решения проблемы предлагается создать на базе региональной палаты предпринимателей экспертную группу, которая будет вести мониторинг местного содержания проектно-сметной документации. А в 21 веке качество проектов нужно активнее отслеживать с помощью цифровых технологий. Поручил с нашим компаниям, администраторам со следующего года, вернее в этом году даже, начать объявление тендеров по проектированию именно с использованием BIM. Это не так дорого для бюджета, процентов на 20-25, наверное, будет дороже, чем просто проектирование, но позволит избежать многих ошибок и в ходе работы управлять проектом. Есть проблемы и при строительстве дорог. Это отсутствие квалифицированных специалистов и ориентированности на местные материалы. Отсутствие подробной разработки наиболее эффективных типов дорожных одежд и вариантное их сравнение, в результате чего зачастую применяются неэкономичные виды покрытия, не применяются типовые конструкции дорожных одежд, разработанных КАЗДОР-НИИ. Например, на малоинтенсивных дорогах применяются усиленные конструкции, тогда как на магистральных дорогах применяются облегченные конструкции дорожной одежды. В должной мере не проводятся или вообще не проводятся гидрогеологические, геологические, геодезические изыскания. На сегодняшний день доля дорог в удовлетворительном и хорошем состоянии составляет всего 34%. При этом стоит задача довести цифру благополучия до 95% к 2025 году. На разбег 60% отводится всего 3 года. Так что накопившиеся проблемы, тормозящие быструю и качественную работу, необходимо решать в максимально короткие сроки. Для этого будет создан отдел проектно-сметной документации при управлении пассажирского транспорта, который будет сопровождать проекты дорог областного районного значения от выдачи заданий на проектирование до получения положительного заключения экспертизы. Также будет создан экспертный совет, в состав которого войдут опытные специалисты. Кроме того, необходимо усилить работу технического надзора. Во всех районах на объектах осуществляется недостаточный контроль технического надзора. Мониторинг производства строительно-монтажных работ заказчиками должен осуществляться при наличии соответствующей лаборатории, которая должна быть у технического надзора на объекте, независимо от лабораторных услуг Центра качества дорожных активов. Кроме того, эксперты технического надзора на объектах не всегда имеют весь перечень необходимых проверенных измерительных приборов. Все это отрицательно сказывается на качестве проведения технического надзора и, соответственно, на качестве строительно-монтажных работ. Для подготовки к следующему сезону глава региона поручил региональной палате предпринимателей совместно с управлением предпринимательства внимательно изучить все проекты, чтобы местные производители строительных материалов были задействованы в них в первую очередь. При этом должна расшириться и электронная база производителей. 3 профильным управлениям нужно усилить работу, сделав отдельные отделы по разработке ПСД и надзору за проектом. На недостатки в проекте нужно обращать внимание уже на начальном этапе. И нашим областным управлением, и предпринимателям
вместе с Атамикен. В самом начале говорить, вот здесь мы считаем, что есть проектные недостатки. Некоторые подрядчики приходят к нам, предлагают менять. Многие не хотят менять, не хотят связываться с проектировщиками. Если видите, что есть проектная ошибка, сразу заказчику говорите, мы будем оперативно менять. И с проектировщиком как бы сами отработаем. Вы все уральские компании, я думаю, все переживают за качество объектов и дорог, которые строите. Поэтому нельзя как бы халатно или там невнимательно относиться. Качественно подготовленные проекты не создадут сложностей при их реализации. Все рекомендации, озвученные во время рабочего совещания, будут применены в дальнейшей работе. Екатерина Шмидт, Рустем Ищанов, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжаик.